Уборка производственных помещений проведена под производственным оборудованием. В углах, в принципе, все чисто. В этом казанском кафе Роспотребнадзор проверяет работу над ошибками. За выявленные нарушения заведение закрыли в конце апреля. Тогда во время рейда здесь не было ни масок, ни антисептиков и не проводилась термометрия посетителей. Ну, это был там еще вечер, у нас была проверка вечером еще, где-то около 9 часов. Ну, кто что-то закончил, что-то там не успевали там докупать, да, ну, был такой, ну, случай такой. Сейчас, как показывает, все закуплено с запасом. Видим, значит, дезинфицирующее средство у нас приобретено. Санузел для посетителей установлено. Замечаний у Роспотребнадзора сегодня не возникло. Мы видим, что все нарушения устранены. Данный материал будут оформлены и направлены в суд для принятия уже решения. За дни майских праздников Роспотребнадзор проверил более 700 объектов. Почти на каждом пятом нарушение. Это в 2 раза больше, чем было в апреле. Чаще всего антиковидные требования не соблюдают заведения общепита, магазины и отели. Можно сделать вывод, что все-таки в праздники некоторые объекты позволили себе расслабиться и забыть о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. На сегодня уже составлен 71 протокол. Тем временем ковид не отдыхает. За минувшие сутки в республике выявили 33 новых случая коронавируса. Большинство в Казани и Набережных Челнах. Темпы вакцинации не упали. Сейчас привились более 267 тысяч человек. Сегодня в День радио вакцинировались руководитель агентства Татмедиа Айдар Салимгараев и журналисты. Я пришел с пониманием того, что мне надо уколоться именно спутником, и именно, надеюсь, это даст нужный и должный мне эффект, который позволит сберечь себя и своих близких. Пункты вакцинации по поручению президента России должны появиться в дачных товариществах. Надо именно продумать всю логистику. Не секрет, что зачастую ведь уезжают на дачные участки без каких-либо документов, к примеру, да, то есть явно дачник паспорт с собой не везет. То есть вопрос по идентификации пациента. Там очень много вопросов, которые необходимо будет решить, но этот вопрос прорабатывается. Сам Владимир Жаворонков сегодня тоже привился от коронавируса. Для него это уже второй компонент. Те, кто привились, критически важно, чтобы они выступили определенными такими послами, амбассадорами вакцинации, когда на нашем собственном опыте можно убедиться, что ничего страшного в этом нет, что никаких осложнений после вакцинации мы не видим. Для вакцинации сейчас используют 3 препарата – Спутник Ви, Ковивак, Эпивак. Каждый человек сам может выбрать, каким из них привиться. Дмитрий Арин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.